Еще одно открытие состоялось на днях, на этот раз в Краеведческом музее. К нему готовились ровно полгода. Краеведческий не устает удивлять горожан и гостей Междуреченска. Все узнаете из нашего следующего сюжета. Русская изба как символ уюта и благополучия. В Междуреченске теперь есть такой уголок. В Краеведческом музее открылась выставка-инсталляция «Русская изба». Если сравнить то, что задумывали и что получилось, я думаю, получилось даже лучше, чем мы думали. Мы много пересмотрели литературы. В процессе оформления этой избы мы сами учились, как это должно быть. Работники Краеведческого по крупицам воссоздали избу в натуральную величину. Здесь все по традиционным законам. В красном углу свое законное место занимает старинная икона. Бабий угол для приготовления пищи. Здесь сушатся травы. Многие экспонаты из фонда музея. Настоящие, старинные. Теперь и у наших детей есть возможность увидеть, как готовили в русских печах их прабабушки. Ну, например, кашу. Екатерину Незамаеву работники музея называют «наша героиня». Русская изба – это дело ее рук. Она превратила одну из комнат Краеведческого в уютную избушку. Для нее это был трудный, но увлекательный опыт. Для меня это тоже было ново. На стенах, тем более. Приходилось изучать краски, какие подходят. То есть много сложностей, конечно, трудностей. Самое сложное – это, пожалуй, береза. Потому что на стремянке в течение 2 недель под потолком это было тяжело. А остальная работа, когда приносит удовольствие, это все легко проходит. Русская изба призвана собрать воедино всех мастеров города. Здесь есть витрины с их современными работами. Именно здесь, помимо экскурсий, теперь будут проходить мастер-классы по прикладному творчеству. Я не перестаю удивляться. Откуда, правда, вот это все в нашем Междуреченске? Люди приехали к нам в Междуреченск со всех концов необъятной России в 1955 году строить город Междуреченск. И мы видим, что вот все виды декоративно-прикладного искусства, плюс те виды, которые вот сейчас появились. 2000 года я кружевом занимаюсь, и чисто случайно. Просто из любопытства зашла посмотреть. И все, и осталось. Это очень увлекательно. Вот понимаете, когда плетешь, и вот дух захватывает. Остановишься и думаешь, Господи, какая красота, и это сделано твоими руками. Выставка-инсталляция – еще один шаг к сохранению русской национальной культуры. Еще один шаг к тому, чтобы дети и через 10-20 лет знали, что же это такое ухват. В первую очередь, наверное, для детей. И горят глаза – это самые хорошие ценители, скажем так. Первая реакция, вот по ним нужно смотреть. А тут они вживую увидели, да, можно это подержать, это можно подойти потрогать, спросить, все расскажут. Они увидели, птичка летит там, да, на березке, или голубей увидели, да, в красном углу. Пробежали, а что это такое? Возле печи ухват стоит. То есть пытаешься объяснить, чтобы ему было понятно. Русская изба открыта для посетителей. Ежедневно с 8 до 17 часов у вас есть возможность окунуться в такой родной и такой далекий мир русской деревни. Евгения Волгина, Игорь Ковалев. Новости +.